Доброго дня, друзья мои! Вот у нас такая сегодня солнечная погода. Буквально вот второй день Благовещения. Вчера был день Благовещения. Должна быть, была погода такая, вот как сегодня. По приметам, всегда в Благовещении должно быть такое, что вот, если такая хорошая погода в Благовещении, значит и людям, как говорится, жить будет хорошо, легко. А видишь, вчера у нас такая была, почти метель начиналась. Что-то, если верить старинным приметам, не очень будет следующий год. В общем, хорошим. Мы всегда надеемся на лучшее и думаю, все будет у нас в порядке. И сегодня я не пропущу такой день, конечно. Давненько я уже не съездил погулять к дяде Мише. И съезжу к нему, что он делает. Вчера он приходил ко мне в гости и сказал, приезжай. Там у него свои дела, конечно, там работает. Он говорит, посидим, покурим вместе. Я-то не курю, он курит. Я люблю смотреть, когда курят мужики. Вот. Позавчера, вчера же праздник был. Позавчера вот завез там пару машин дров сюда. Сегодня эта женская бригада будет складывать. Вот. Там много еще дров, конечно, очень осталось. Постепенно, а то потом растягивается. Все это растягивается дело самосвалом, когда грузят. Это все очень растягивается. Почему-то все тут не в одну точку загрузили, а потом складывать неудобно. Вот. Ладно, пока тепло, да, пока есть время, я съезжу к дяде Мише. Все, поехали. Эту дорогу уже все мои подписчики знают. Так что снимать буду коротенько. Включусь уже, когда буду подъезжать к самому дому дяди Миши. В принципе, поснимаю еще немножко. Вон дорога такая. Вроде нормально, потому что холодно на улице. Хоть и снега нету на дороге, но все равно там земля мерзлая. Так, везде дрова. А дядя Миша вон работает. Дядя Миша всем помогает, он уже соседке дрова пилит. Так, перекурит немножко. Отдохнет. Вон как дрова пилит дядя Миша. И помогают ему. Привет, дядя Миша. Привет всем подписчикам. Сел перекурить, вот дрова пилит. Соседу надо помогать. Да, соседка помогает. Мне помогает, соседка помогает. Молодец, одним словом. Помощник у него тоже где-то там, но спрятался, не хочет сниматься. Молодой человек. Вот такие дрова. Ну, сейчас в деревне весной, вот
Все заняты одним делом. Приготовка дров на следующую зиму. Вот такие ассортимент. Сколько уже пилишь? Полдня? Вчера, да? Позавчера полдня, да? Да. Но за день эту пачку ты легко, да, управляешься? Да. Вот тут уже остатки. Вот тут. За день обычно. Пачка где-то кубов 12-13. Кубов 12-13. Все, перекур закончен. И дядя Миша поехал пилить дальше. Поболтали, поговорили. Я тоже поеду домой. Не буду уже мешать. Вот. Почему снег, дрова в это время, вот на снегу очень удобно это делать, друзья. Никаких не надо там специальных приспособлений, до земли цепь не доходит, именно на снегу. И вот такой ряд складываю. И потом уже колоть буду. Вот такой. Немножко поснимал нашего помощника дядю Мишу. Ну что, поедем. Немножко поснимал дядю Мишу. Оказывается, очень скользко. А, дрова привезли опять сейчас. Немножко. Каждому привозят дрова сейчас. Сейчас не надо выехать сначала. О. Вот так. Это уже деловой кому-то привезли. Вот такая жизнь деревни у нас. Каждый занимается то, чем может. Я тоже занимаюсь. Ладно, направляюсь домой уже, ребята. Поехал я. Как говорится. Напомню, съездил я к дяде Мише. Он занимается, он помогает. Я думал, он тебе дрова пилит, а он, оказывается, соседке помогает. Вот так. День хороший. Дорога такая, уже без снега. Вот такая грунтовка. Нормально ездить вообще. Классно. Все, друзья. Я уже... Вон кошак на улице. А, кошак такой. Кыш, иди домой. Задав я. Не знаю, у кого кошка там возле прямо дороги самой. Так, мы уже к дому подъезжаем, друзья. И вот так. Вот, смотрите, снег тает потихоньку, земля открытая. Земля открытая. У меня еще женской бригады нету. А, там женская бригада. Такая. Женская бригада здесь. Вон там. Женская бригада.
Да. Я уже, друзья, приехал, и я уже сумкой гуляю, прогуливаюсь. Вот такой поводок, ошейник, поводок, и пускай привыкает, потому что дорога рядом, и опасно очень. Она убегает уже, за ней уже не угнаться, и, как говорится, чтобы не получилось, не случилось беды, вдруг она убежит на дорогу, а там, знаешь, машины очень быстро ездят, и все. Ну, как-то так вот прогуливаемся, чтобы рядом было. Ну, пошли, рядом, 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 ну-ка, рядом, 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 рядом. Ну-ка, повернемся, давай, 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 повернемся. Рядом, рядом, рядом. Вот так, таким макаром попытаюсь научить, чтобы она рядом ходила. Не знаю, получится, ребята, у меня это или нет. Но она такая своевольная, конечно. Хаски, она, почитал в интернете, очень, ну, свободолюбивая, так сказать. Не знаю, получится у меня обуздать этот характер. Рядом, 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 умка рядом. Фу! Фу нельзя! Фу нельзя! Иди сюда. Ну, рядом, 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 рядом пойдем, рядом, давай, давай, рядом, 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 умка, рядом. Вот это не есть что хорошо, что не рядом идет. Подожди, умка. Давай. Рядом. Пока, ребята, рядом иду я, а не она. Давай, рядом. Идем, давай, рядом. Давай, привыкай к таким прогулкам, привыкай. Давай. Вот таким прогулкам. Вот. Это не рядом, умка. Ой, блин. Ну пойдем, значит, туда. Это ты у меня рулишь, а не я рулю. Пошли. Давай еще туда сходим, давай. Вот так более безопасно прогуливаться, то есть поводок не очень длинный, чтобы не запутывалось. И такие прогулки, потому что контролировать больше я уже не могу, она подросла и может убежать на улицу. Вот. Сходим до улицы сейчас. Идем, давай, рядом. Давай. Идем. Идем. Вот. Сейчас развернемся и опять пойдем. Надеюсь, у нас получится такие прогулки, получатся. Вот такие прогулочки. Ну, а я потом уже буду заканчивать. Сегодня про Умку не очень много буду снимать. И буду заканчивать. Сейчас еще немножко поснимаю работу женской бригады. Там дрова складывают по леницу. И потом я уже буду заезжать домой. Сегодня погулял нормально. Дядя Миша съездил, Умку вот так приучаю. Все нормально у меня. Живем дальше.
Ну все, пора домой. Нагулялись. Кумка устала уже. Всю прогулку сегодня не стали снимать с ней. Видишь, она устала и хочет Она устала и хочет немножко полежать даже. Все, заезжаем домой. Вот такие мы гуляки. Все, заезжаем домой, друзья.